С подружкой на ярмарку. Привет, Тонька. Едем на ярмарку. Мороз и солнце. Сегодня солнечный день, да? Тоня, ну скользко так. Народ что-то скользит. Ну, начинает уже опять морозить. Скорее всего, похолодание будет. Терщенский мороз. Пускай должны. Без тумана так хорошо все видно. Банкетный зал Ника. Арка такая. Здесь сегодня открытие выставки колокольчиков. Сейчас посмотрим. Вот. Вот тут все колокольчики. Видишь? Угу. А? С 14 января по 8 февраля в банкетном зале Ника открылась выставка «Волшебный колокольчик», где собрали свои мелодичные экземпляры такие компанофолисты, собиратели колокольчиков, как Надежда Коротова, Марфа Бережнева, Ирина Морозова, Саргалана Герасимова, Мария Данилова, Туяра Татаринова, Саргалана Адамова, Саяра Неустроева. Здесь вы увидите в общей сложности около 1000 разнообразных экземпляров из разных городов, стран, разных национальностей, выполненные из материалов латуни, фарфора, керамики, стекла и многое другое. Смех ребенка. Я купила. Вот этот маленький, да. Вот этот, специально детям, чтобы внуков нет быстрее. Это якутские колокольчики из керамики, да? Да. Нам съедено. Прообразом рукотворного колокольчика был, скорее всего, живой цветок. Нежный и трепетный колокольчик, легко отзывающийся на малейшее дуновение ветерка. Колокольчики начали изготавливать около 6 тысячелетий назад. Это уникальный музыкальный инструмент не утратил своей популярности и в современном мире. Специалисты не имеют единого мнения о том, где впервые появились эти удивительные творения человеческих рук. Одними из старейших предков колокольчиков можно считать пастушьи колокольчики. Их также относят к числу первых музыкальных инструментов. В античном мире они выполняли в основном сигнальную функцию. Первобытные народы изготавливали колокольчики из дерева, раковин и других слабо резонирующих материалов. В более развитых цивилизациях преобладали колокольчики из бронзы. В античные времена их склепывали из металлических пластин и листов. В IV тысячелетии до нашей эры на территории Южного Ирака и Турции, Месопотамии и Египте уже существовала технология бронзового литья. Среди археологических находок тех времен встречается множество бронзовых колокольчиков небольших размеров от 2 до 9 сантиметров. Но некоторые специалисты считают, что родиной колокольчиков является Китай. В IV тысячелетии до нашей эры в Китае и Японии начали изготавливать колокольчики и колокола. В Китае полагают, что дом без колокольчика, что солдат без винтовки. В этой стране колокольчики называют музыкой ветров и мелодиями простора. Их используют в ритуалах очищения. Колокола и колокольчики прижились на русской земле как неотъемлемый инструмент православной церкви и элемент народной культуры. Колокольчики изготавливают из латуни, бронзы, свинца, серебра, керамики, фарфора, хрусталя, стекла и других материалов. Впервые фарфоровые колокольчики начали делать в Китае в IV-V веке. Их, как правило, украшали изображениями цветков пиона. Пион и хризантема – любимые цветы китайцев. В Европе фарфор появился лишь в начале XVIII века. Известная медицинская мануфактура в Германии производила первые фарфоровые изделия, в том числе и колокольчики.
Более 200 лет эта фирма славится изготовлением фарфоровых колокольчиков, которые стали символом Рождества. Маленькие колокольчики, изготовленные из тончайшего белоснежного фарфора, часто сравнивают с цветками ландыша, поэтому и писатели разных времен делали колокола и колокольчики действующими лицами своих произведений. Они звенят, поют, рыдают, плачут, хохочут, гремят, гудят и кричат. Колокольный звон– это искусство. Подбирая различные гармонично звучащие колокольчики в группы, можно исполнять мелодии и даже музыкальные произведения. В наши дни во многих храмах и монастырях звонят по нотам. Великое разнообразие экземпляров, представленных на стендах, не имеет конца и края. И диву даешься фантазии и выдумке мастеров. Но, к сожалению, наша камера не может передать всю атмосферу этой замечательной выставки. Поэтому вам рекомендую самим прийти и посмотреть своими глазами. На этом я, пожалуй, закончу сегодняшний обзор этой замечательной выставки колокольчиков. Спасибо вам всем за внимание. Не забудьте подписаться на мой канал и оставить свои отзывы. До новых встреч!